Салям алейкум, мы из Крыма. Это когда в вашем рационе вместо люляшек – котлеты. Правильность публичного образа особенно дополняет скромность, языковая и кровная чистота, оставить коммент, как пощечину за и так уже порядком потрепанную национальную честь. Столь частые столкновения и сетевые баталии являются следствием поляризации нашего общества. Нам нужно заквасить такое туршу, которое будет привлекать и конвертировать. В общем, пока условная элита занималась тактикой, стратегия пошла по самотеку. Но я снова вам напомню об уважении. Не стоит заниматься религиозным эксгибиционизмом. Право на голос и разнообразие. Потому что наши права нарушаются там, где мы сами от них отказываемся. Салям алейкум, мы из Крыма. Да-да, та самая фраза, которая теперь вызывает у всех ироничную улыбку, и хотим мы этого или нет, она навсегда останется в истории крымско-татарской благосферы. Но давайте по порядку. Люблю все раскладывать по полочкам. Во-первых, я в очередной раз умиляюсь коллективной реакции на новые имена крымско-татарского публичного пространства. Умиляюсь, но в заметках телефона записываю, что публичный коллективный образ крымских татар все еще должен соответствовать канонам, сохранившимся в нашем бессознательном. Мы ревностно относимся к изменениям конструкта крымско-татарской идеальности, предъявляемой внешнему миру. Правильность публичного образа особенно дополняет скромность, языковая и кровная чистота, этнически халяльная обстановка интерьера и, конечно же, крымско-татарский нейминг персонажей. В противном случае авторов бытового контента ждет обструкция, порицание, выкидывание на национальную обочину. Во-вторых, в таких реакциях на актуальный в сетях контент я снова фиксирую эту пропасть между должным и сущим. Это когда в вашем рационе вместо люляшек – котлеты, а халпах или фес одевается вами лишь по случаю. В общем, когда вы выступаете поборником всего национального только по понедельникам, а все остальные дни проживаете свою обычную жизнь, не обремененную национальными перспективами. Интересно и другое, что те, кто действительно свой быт и бытие устраивают в согласии с этнической традицией, чьи семьи завсегдатаи любых национальных мероприятий, не посчитали нужным комментировать чью-то жизнь, которая кому-то кажется неправедной. Вероятно, потому что этим семьям некогда. Они проживают свою интересную и наполненную событиями историю. Ну и, наконец, в-третьих, во всей этой истории с блогерами, не получившими национального одобрения, я вижу разделившихся во мнениях потребителей повседневного контента. Одни призывают не комментировать публикации внезапно популярных героев интернета, чтобы не актуализировать национальный позор, а вторые считают своим священным долгом оставить коммент, как пощечину. Однако справедливости ради скажу, что контент-мейкеры, расковырявшие наш тихо жужжащий национальный улей, на это и рассчитывали, выбрав хейт как удобрение для своего роста. И надо сказать, они не первые. Это уже давно обкатанная схема, когда противопоставление, жалость и негатив становятся маркетинговой стратегией и для более крупных, на первый взгляд, более серьезных проектов. Но не об этом в первую очередь я хотела сказать. Давайте резюмировать. Знаете, что я замечаю все чаще? Что мы находим все больше поводов для... Нет, не дискуссий и не споров, а тех самых татаросрачей. Уж простите меня за этот термин, другого пока не придумала. Такой себе незатейливый способ внутриэтнической коммуникации. Он характерен не только для нас, некоторые наши соседи тоже большие спецы в этом жанре. Но правда в том, что столь частые столкновения и сетевые баталии являются следствием поляризации нашего общества. А поводов для формирования такой дистанции между нами становится все больше и больше. И теперь это не только споры на тему, носили ли хиджаб наши предки или нет, в какой день начинать пост или праздновать Курбан-байрам. Этот и так не тощий список поводов устроить маленький домашний скандал и выплеснуть эмоции теперь заиграл новыми оттенками – агрессивностью и конфликтностью. И как тут не вспомнить наш недавний опрос, не претендующий на репрезентативность, конечно, но очень показательный. В телеграм-канале Crimean Tatars Club мы предложили подписчикам несколько тезисов, среди которых были «Мы и вправду токсичны и не дорожим друг другом», «Мы часто нарушаем личные границы и заглядываем за соседский забор» и много других. И вот какие результаты мы получили.
46% отреагировавших считает, что наше общество токсично, и мы не дорожим друг другом, а 42% считают, что мы чересчур любопытны и не соблюдаем личные границы. Еще раз повторюсь, это не исследовательские данные, а маленький опрос среди наших подписчиков, но все же говорящий и вполне отражающий картину, за которой мы все наблюдаем и реагируем. Мне кажется, однажды я уже говорила, что в предложенных социально-политических треках у нас пока только одна возможность оставаться народом. Несмотря на расстояние и обстоятельства, это качественная коммуникация. И не только в социальных сетях. Не рецензирование и проверка друг друга, а наблюдение и учет предлагаемых обстоятельств. И очевидно, что в этом взаимном наблюдении нас точно что-то будет смущать и триггерить. Мы точно будем удивляться каждому новому кейсу. Но нам важно попытаться понять друг друга, а не лишать кого-то права быть крымским татарином или крымской татаркой только потому, что их взгляды отличаются от ваших. Нам нужно заквасить такое туршу, которое будет привлекать и конвертировать, не оставляя шансов стать безразличным к нашей истории, культуре и языку. Было бы круто сохранить не только свой человеческий ресурс, но и превратить его в капитал, крымско-татарский капитал. Чем больше нас будет таких разных, тем больше шансов у нас сохраниться вне времени. Есть ощущение, что нам не хватает вот этого, что ли, сформированного посыла в мыслях у каждого из нас, что мы должны быть менее требовательны друг к другу. Та позиция, мы скорее сами друг друга загоняем этой категоричностью в угол, когда в рамках этих ограничений, казалось бы, да, мы думаем, что наша миссия — сохранение, но в рамках этих ограничений у нас сохранение сводится, как по моему личному субъективному мнению, к минимуму. Должно быть разнообразие, это разнообразие должно быть ориентировано. Мы должны сохраниться в мировой истории. Не только в рамках каких-то конкретных географий, да, или региональной истории. Не только региональной истории. Признаюсь вам честно, что это интервью с Эдией Ханум и Александром из проекта «Эди» задумывалось мной как разговор о нашей музыке, в которой мне лично не хватает жанровости. Да, в моем сердце есть отдельное место для нашей народной музыки. Это, что называется, база, особенно в лице горячо любимого мною ансамбля «Хрым». Но мои музыкальные пристрастия не ограничиваются только фольком. В моем плейлисте есть место и року. Но, увы, в наших широтах такого продукта нет. И в поисках такой музыки на родном языке приходится заглядываться на турецких Морди ОТС, Шебнем Ферах, Ред и многих других. В своих страхах утерять аутентичность, остатки национальной культуры, дожившие до наших дней, мы ограничиваем ее жизненное пространство. Изолируя национальную культуру и не позволяя ей играть с современными ритмами, раскрываться в актуальных художественных трендах, мы собственными руками открываем дверь другой моде и культуре, которой впоследствии увлекаются наши дети, считая крымско-татарское чем-то архаичным и несовременным. Так вот, это интервью с ребятами из «Эди», их творчество и взгляды в частности, подсветили те самые тенденции, о которых я говорила. С одной стороны, это поляризация нашего общества, и линия размежевания проходит как раз между традиционализмом, упакованным в религиозные догмы, и постматериализмом, который у нас проявляется в самовыражении. То есть это когда вам важно развиваться и проявлять себя. С другой стороны, реакция наших зрителей на этот выпуск более чем показательна. Более 30 тысяч просмотров только в одной социальной сети, более 600 одобрительных реакций и десятки поддерживающих комментариев. А такой фидбэк на предложенный нами материал – очевидный признак проживаемой нами постиндустриальности, если не всем нашим обществом, то вполне субъектной его частью. Конечно, не все остались довольны таким выпуском, или точнее вызовом, который мы предложили. Поскольку интервью, предполагавшее разговор о музыке, стало рефлексией на темы, которые мы часто избегаем. Боимся высказаться вслух, поэтому я снова благодарю ребят за искренность и смелость. Тем более, что такого рода комменты требовали не только смелости, но и убежденности и веры в то, что ты делаешь. И в этом контексте я снова фиксирую, что за последние годы мы взрастили группу тех, кто берет на себя функцию судей, выносящих свои приговоры по каждому поводу, стоящими над каждым нашим социальным явлением как цензоры, раздавая свои эмоциональные оценки, определяя, что нам можно, а чего нет. Анализируя эти тенденции, хочу лишь напомнить, что право говорить не привилегия,
а наше естественное право. А то давление, которое транслируется поборниками святости, не что иное, как еще одно ограничение в и так немалом списке таковых. В общем, у меня складывается впечатление, что все сегодняшние сетевые конфликты, триггерные темы и беспощадные споры являются продуктом последних 2 десятилетий. Одно десятилетие мы потратили на безразличное созерцание, озабоченные собственными перспективами, победами детей и созданием контролируемой социальной среды, которую потихоньку модернизировали. А второе десятилетие у нас ушло на выравнивание нашего лайнера и корректировок национальной траектории, сбитой известной турбулентностью. В общем, пока условная элита занималась тактикой, стратегия пошла по самотеку, а глубинный народ, да простит меня Всевышний и Джимат за эти сравнения, справлялся с вызовами как мог и выстраивал свои символические обереги, основываясь на собственное ощущение времени и своего места в нем. И пока история набирала обороты, мы не заметили, как сильно изменились, что-то теряя и что-то приобретая. Хочу предложить вам маленькую ретроспективу этих трансформаций. А поскольку я часто бываю в дороге, то ваши транспортные средства для меня лучший индикатор этих перемен. Вы помните, мы ведь уже однажды говорили, что крымские татары – символьный народ. А я люблю наблюдать за тем, как мы меняем лозунги на символы, заголовки на мемы. Начну с 2000-х. Это было время, когда мы уже боролись не за присутствие в Крыму, а за право участия в его экономических процессах. Зачастую получают дубинками по голове, но постепенно создавали подушку своей экономической безопасности, одновременно пытаясь нащупать новые сферы для своей предпринимательской активности. Тогда же тот самый Джимат по-своему абсорбировал реальность, наивно предполагая, что бравада и сила добавят уверенности и устойчивости, навсегда обеспечив нам присутствие. И, как следствие, нашу символическую коммуникацию с внешним миром и уже узнаваемую политическую символику дополнил незамысловатый образ пацанской удали, традиционно размещавшийся на заднем стекле авто. Честности ради скажу, что тогда чаще были копейки и шестерки, разрывавшие тишину ревом глушака. По мере роста капитала в нас все больше просыпалась не только тяга к своему, но и потребность в предъявлении оной всему окружающему. И не менее важно было подчеркнуть, из чьих ты будешь. Поэтому появление ускута в Джанкое уже не выглядело как вызов и демонстрация, а идентичность стала проявляться на рамках номерных знаков. Но шутки шутками, а дальше было не просто всем. И национальные флажки на торпедах авто, появившиеся в 2014-м, сменили почти транспаранты, демонстрирующие желание указать, кто здесь главный. В какой-то момент это было отражением смелости и преданности. Региональные отличия отошли на второй план, а солидаризация проявлялась в мелочах и без повода. Но и это не было финалом. Эта символьная эволюция в своем бытовом проявлении стала более говорящей, изменяющей десятки исследовательских интервью. Сегодня она точно та самая видимая часть айсберга, которая как симптом указывает нам на важные изменения в наших самоощущениях. Посмотрите это видео. Оно как раз фиксирует точные координаты нашего состояния. А демонстрация переживаемых обществом чувств снова выливается говорящими символами на заднее стекло автомобиля. И если на автономерах не выгравирована краской Кезлев, Ногай или Хырым-Татар, уже непонятно, какого ты рода и племени. Вы уже не раз слышали от меня фразу о моде на религию. И, наверное, пришло время объясниться. Скажу сразу, что для меня вера важна, точнее иман, что гораздо больше, чем признание. Это еще и большая внутренняя работа. Однажды один мой собеседник, мораль и образ жизни которого выстроены в соответствии с этикой и нормой ислама, заметил, что кажущийся нам рост религиозности, оптимистично вдохновляющее увеличение числа приходящих в мечети людей – это лишь результат изменившегося нашего круга общения, оптики, через которую мы смотрим вокруг. Формальное же проявление религиозности, большое количество постящихся или приходящих на джума намаз – это лишь стремление быть частью большой группы. Другой мой собеседник с укором в адрес тех самых больших групп молодых людей, похожих друг на друга, борода, подстреленные брюки, джоггеры, заметил, что эти же группы можно встретить и на пороге не только Рыбицы. Еще одна моя собеседница с сожалением отметила, что в таких тусовках работают исключительно мужские рефлексы и ноль стремления к самосовершенствованию. Таких бесед в моей копилке десятки, и если их всех анализировать, то вот что мы получаем на выходе.
У нас больше нет хардашлыхов, бызымхырымов или других молодежных тусовок, которые бы собирали и объединяли их. А запрос на то, чтобы быть частью какой-то группы, есть. Единственным институционализированным и легальным основанием для объединения в группы становится религия. Да, в них в целом безопасно и социальное одобрение получить гораздо проще. Но если прежние молодежные организации и объединения были открыты для всех, то есть свое место в них найдет и тот, кто увлекается музыкой, и тот, кто танцует, или играет в футбол, или вышивает, и уж тем более не было ограничений по половому признаку, то теперь вход только по билету, и только для мужчин. И пока вы не начали писать злобных комментов о разделении мужчин и женщин, укажу вам только на одно. Общество, где нет места женщины, не только не готово к пониманию потребностей друг друга, но и однажды в нем лишат вашу дочь права говорить, потому что она будет лишь объектом. Красивым, деятельным, но объектом, пространство для которого будет постепенно уменьшаться. Я лишь хочу напомнить, что ислам у крымских татар шел рука об руку с просвещением, стремлением к образованию и знаниям. Именно поэтому в свое время Зунджирлы медресе был центром большого количества ученых, представлявших разные сферы науки. И когда мы с гордостью говорим о наших демократических традициях, заложенных еще во времена Крымского ханства, нужно понимать, что именно в стенах Зунджирлы медресе, диванного зала, в судействе кадиев рождалась терпимость и принятие, уважение и равноправие. У нас всегда было право на выбор. Увы, но наши диалоги далеки от терпимости и взаимного уважения. Все чаще попадаются комментаторы, не просто выносящие приговоры без права на обжалование, но и казнящие каждого, кто не согласен с ними, транслируя не просто категоричность, но и исключительную праведность, раздавая оскорбления налево и направо. И, скорее всего, пока я произношу эти слова, в очередной раз пишутся не очень добрые комментарии. Но я снова вам напомню об уважении. Не стоит заниматься религиозным эксгибиционизмом, а лучше глубже изучить ту самую традицию и историю, о которых вы так часто пишете. Крым татар тілінде севімлі сөзіңіз. Анна. Мен эки баланын анасы болғаным үшін бұл сөзіне сечтім. Чөнки мен оны күнде 100 кере ештерім менің балачақларымда. Ана тілімізді насыл öğrenmek мүмкін? Мен білесем, біріншіден керек тырышмая Крым татар мұйтінде olmaya. Ve mesela мен халық ерларымызны dinlеп ve ерлап til seviyesi көтердім. Onun için bunu da unutmaya керек mi? Ерлаңыз, dinlеңіз. Вы думали, мы сегодня не будем говорить о крымско-татарском языке? Конечно же, будем. Не так давно Фатма Джипар неожиданно стала объектом для критики, как бы это странно ни звучало. Давайте объясню, чтобы не возникло вопросов. Посмотрите на скрин одного комментария. Эта многословная переписка случилась под выпуском нового проекта Crimean Tatars Club «Хрым Татарджа Лафет». В общем, когда мы не говорим на родном, это плохо. Когда плохо говорим, но принципиально продолжаем, потому что без практики ты не заговоришь свободно, снова плохо. Кроме этого, было предложено в качестве гостей выбирать заслуженных и идеально говорящих, например, Сафуре Ханум Каджаметову. Вероятно, при прочих обстоятельствах можно было бы и пригласить Сафуре Ханум. Но сегодняшнее поколение 15+ не знает, кто такая Сафуре Ханум. А вот в плейлистах их телефонов точно есть трек Сейрана 762 и Фатмы Ханым Ол, где звучат классные строчки. «Ялан бутун йохолсун, ачих олсун эрбр йол, оским лигине гостерт, тамырларына урмет». И чтобы уже до конца прояснить ситуацию, стоит отметить, что для тех, кто сегодня следит за происходящим в крымско-татарской жизни, эта семейная пара точно ролевая модель, которая транслирует этничность в ее современных формах. К счастью, не единственная, но одна из известных. К ним же можно отнести прекрасных Эмине Мустафаеву и Асана Усейнова. Я отмечаю еще одну тенденцию, что для тех, кто по разным причинам, к сожалению, сейчас не может быть в Крыму, крымско-татарский язык становится важной нитью этнической идентичности. И мне кажется, что этому есть вполне рациональное объяснение. Далеко за пределами Крыма, в окружении чужой культуры, сложно держать в тонусе национальные чувства, подпитывать их новыми эмоциями и событиями. Поэтому родной язык там становится единственной артерией, которая подпитывает и сохраняет идентичность.
В Крыму же способов окунуться в этнический контекст, естественно, на порядок больше. Книжная ярмарка, Ахмеджит-базар, театр, концерты наших ансамблей и исполнителей, танцевальные коллективы, футболки Деф и свитшоты Лока, Абайи от Хара Бибер. Все это в совокупности работает на идентичность. И только лишь потом включается язык. Правильно это? Вероятно, нет. Но так устроен сегодняшний наш крымско-татарский порядок. Поэтому в начале этого выпуска я говорила про терпимость и уважение. Попытку понять, а не осуждать. Не лишать друг друга права быть крымскими татарами. Права на голос и разнообразие. Потому что наши права нарушаются там, где мы сами от них отказываемся. Чох сагунус. Это был проект Меркес Горушкенджи.